У эфіры праграма «Аб'ектыўна», у якой мы фокусируем аб'ектыў нашай тэлекамеры на актуальнай праблеме, што знаходзіцца на кантролі ўладаў, спрабуем аб'ектыўна ў ёй разабрацца. Памылка раслінаводства, якая праз паўстагоддзя адгукнулася экалагічнай праблемай і значнымі фінансавымі затратамі. Дзе на Віцебшчыне найбольшая распаўсюджанасць баршчэўніка сасноўскага, якія спосабы яго вынішчэння прымяняюцца і колькі гэта каштуе абласному бюджэту. Паспрабуем разабрацца аб'ектыўна. Баршчэўнік сасноўскага – расліна, якая прайшла шлях ад дзікарослай да культурнай і назад, а ўрэшце рэшт для многіх рэгіёнаў усходняй Еўропы стала інвазійнай. На Віцебшчыну баршчэўнік трапіў у 60-е гады мінулага стагоддзя як каштоўная кармавая культура. Пазней выявілася, што ад яго больш шкоды, чым карысці. Адзначаліся выпадкі атручвання, мутацыі жывёлы, горыч атрымліваемага малака. При попадании в желудок животному, там, например, коровам, он и идет отравление как самого организма, молоко горькое становится, и происходят мутации. На то время, когда производили кормление, были и рождались телята-уродцы, и терялся репродуктивные способности животных, то есть они перестали давать потомство. Когда накапливается в крови это вещество. Ну вот, поэтому от него отказались. Ну а так как оно уже попало в нашу зону, какое-то время выращивали его вдоль дорог, пытались, потому что там, как красивое растение, от пыли. Хаця вырошчванне баршчэўніка і спынілі, насенне ўжо трапіла ў прыроду. Каўказскай расліне прыйшліся даспадобы нашы кліматычныя ўмовы, і яна стала распаўсюджвацца па няўдобіцах, лясах ды балотах. Сёння баршчэўнік прызналі небяспечнай інвазійнай культурай, якая пагражае не толькі мясцовай флоры, але можа нанесці шкоду і здароўю чалавека. Выяўленыя плошчы, занятыя каўказскім прышэльцам, на тэрыторыі Віцебскай вобласці складаюць сёння каля 3000 гектараў. Найбольшае распаўсюджанне адзначаецца на тэрыторыі Ушацкага, Гарадоцкага, Віцебскага, Браслаўскага, Шаркаўшчынскага раёнаў і ў гарадской рысе абласнога цэнтра. Менавіта на гэтых рэгіёнах і сканцэнтравана сёння асноўная работа па вынішчэнні баршчэўніка. Сёлета з абласнога бюджэту на гэтыя мэты выдаткаваныя каля 530 тысяч рублёў. Эти средства идут на приобретение гербицида, потому что на сегодняшний момент самым эффективным является именно химический способ борьбы. Это использование специфических гербицидов, которые при однократном использовании дают высокую эффективность. По трудозатратам они более экономически обоснованы, чем механический или смешанный вид обработки. Механический способ обработки, он является менее эффективным, но в некоторых местах это наиболее возможный и доступный способ. Высокие трудозатраты связаны с тем, что скашивание борщевика необходимо проводить не реже, чем раз в 3-4 недели. Связано это с высокой биологической активностью растения. Это может за сезон давать все равно цветоносы, которые в дальнейшем дадут вызреть семенам и обсеменить прилегающую территорию. У кожным з пералічаных рэгіёнаў прайшлі тэндары на правядзенне адпаведных работ. Сярод пераможцаў тэндараў падраздзяленні МНС, службы жыллёва-камунальнай гаспадаркі, ёсць і прыватныя арганізацыі. Акрамя таго, за кошт уласных рэсурсаў, фінансавых і працоўных, работу па ачыстцы сваіх тэрыторый ад баршчэўніка праводзяць прадпрыемствы Мінэнерга, меліярацыі, лясгасы і дарожныя службы. Только в этом году уничтожено борщевика на 52 гектарах. Из них механическим способом на 12 гектарах и 40 гектаров уничтожены химическим способом, то есть глифосат содержащими препаратами, в рамках выделенных средств на содержание автомобильных дорог. На борьбу с борщевиком в этом году затрачено 21 тысяча рублей. Тэрыторыі, занятыя баршчэўнікам на землях ляснога фонду, сёння складаюць больш за 305 гектараў. Причем амаль 2/3 площадь припадают на Ушацкий лясгас. В этом году мы уже обработали 95 гектар химическим способом, обрабатывали препаратом Терсан. И остальную часть, это 90 гектар, мы механически удаляли это с помощью кусторезов. Где-то частично на площадях, где позволяет техника, производим дискование еще плюс. Но это площадя незначительные. Все закупки и всю работу мы ведем за счет собственных средств. Лесхоз уже, наверное, на протяжении лет 5 борется. Действительно, конечно, массовая работа, действительно эффективная работа. Это идет уже второй год.
Ну, эффект будем, конечно, смотреть по осени, потому что прошлый год мы также применяли химию на тех участках, где применялась химия, то в этом году борщевик есть, но уже объемы незначительные. Сейчас мы обрабатываем дополнительно те площадя, которые проходили механизированным способом, то, я надеюсь, что к осени, к следующему году, конечно, уже площадя у нас должны уменьшиться. Значныя тэрыторыі паспеў захапіць баршчэўнік у глыбачанскім сельсавеце Ушацкага района. На землях сельского совета, в населенных пунктах, почти 30 гектар. Захвачено культурой борщевика сосновского. А на территории всех земель сельсовета там где-то около 180 гектар. Это сельхозугодия, лесные, придорожные. Эта культура расположена не только на полях и в населенных пунктах, но она как одно из основных мест произрастания и откуда идет подсев, это пустующие земли, закустаренные земли, те, которые невозможно обработать. Нельзя перепахать, культурную вспашку провести или культурно что-то высеять, и проблематично обработать. Вот даже этот участок, например, мы в прошлом году предварительно сначала скосили, потому что первый укос просто физически не успели, и в экономической точки зрения затраты большие, мы не успели обработать. Предварительно было скошено косилкой, потом по второму укосу обработали химпрепаратами. Но даже после этого в этом году пришлось повторно проводить химобработку, потому что появились отдельные очаги, на которых не подействовало, или которые пошли с новых семян, которые, как говорят ученые, хранятся десяток лет в земле. И еще проблема в том, что лучше всего он реагирует, когда он небольшой по высоте от роста, но скорость его роста настолько большая весной, что просто-напросто схватить все те площади, что у нас, невозможно. Выход один только, что систематически работать и не один год. Наогул плошчы баршчэўніка ва Ушацкім раёне складаюць больш за 1260 гектараў. Прычым у параўнанні з мінулым годам гэта лічба павялічылася. Летась выявілі яшчэ 210 раней неулічаных гектараў. Есть вопросы по качеству проведения работ. В частности, по нашим сельхозорганизациям есть места, которые не докашивают до самого канала, допустим, оставляют пару растений. А это, в принципе, зачастую сводит нашу работу на ноль, потому что одно растение, оно способно дать новую популяцию. У нас инспекции проводятся, контрольные мероприятия по всем сельхозземлям и по всем землепользователям. В случае выявления нарушений или этих недоработок выдаются предписания, устанавливаются сроки. Если случаются и не слушаются и предписания, и не выполняют, приходится привлекать к административной ответственности. У нас в этом году обработка проходила за счет силами МЧС, в основном на землях населенных пунктов и на землях сельхозназначения. Но сплошную применить данный метод можно только в ограниченных местах, потому что после применения ядов на следующий год культурные растения там не растут. А так это борьба не одного года. И даже учитывая площади по нашему Ушацкому району, это и не 2, и не 3 лет. И это должна быть постоянная систематическая работа, потому что если мы этот год отработали, а следующий год здесь ничего не будем делать, то наша работа она может оказаться равной нулю. У Віцебскім раёне таксама значныя плошчы заняты баршчэўнікам Сасноўскага, больш за 520 гектараў. Такі краявід можна назіраць на ўездзе ў Віцебск перад Ноўкай. Сустракаецца прышэлец і ля аб'язной дарогі. Нярэдка можна ўбачыць яго і ў дварах прыватных дамоў. Дарэчы, менавіта землекарыстальнік павінен сачыць за чысцінёй сваіх тэрыторый і знішчаць інвазійную культуру. Яшчэ адзін адрас у Віцебскім раёне – вёска Валасова. У нас ёсць магчымасць параўнаць карціну, якая тут назіралася роўна год таму і зараз. Як бачым, сітуацыя, асабліва ля жывёлагадоўчай фермы, змянілася да лепшага. А што думаюць мясцовыя жыхары? Необходимы яды, чтобы выделили сельсовет или кто там, облсполком, для того, чтобы бороться с ним, потому что с полей пошло в леса. Дальше все, загрязнение окружающей среды. Вот этот дом, он заброшенный, мы с хозяином договорились, отец держит пчел, и вот он как своими силами старается, обкашивает. Но это же все, это невозможно, потому что он был запущен лет 10 тут, или 20 даже, уже ничего не сделано. И то же самое по территории, все взять, и на Старинке дорога, и на Перевоз дорога, все вокруг распространился борщевик. На речку туда, вот куда ходят на пляж, на общественный люди, дети. Были случаи, даже пообжигались сегодня, вот в этом году уже дети.
И причем серьезные ожоги. Стадион сейчас, правда, убрали, все порядок навели, но дети своими собственными силами убирали, и он обжегся. Он не ожидал, что такой будет результат. Последних несколько лет по чуть-чуть собственными силами колхозники что-то пытались сделать, но этих сил не хватает. Надо, чтобы руководство вот района нашего, Витебского, области, серьезно этим вопросом занялось, потому что если мы ничего не предпримем сейчас, дальше будет хуже. Колхозные так сейчас вот 2 года уже травят его какими-то препаратами, а нам ни сельсовет ничего никто не дает своими силами. Выкапываем, скашиваем, то она опять отрастает. Там же корни, там лопата ломается от этих корней. Корни ж очень глубокие. Колхоз себе вот травит, конечно, рабочих нанимает, и скашивают они, и травят его. И вот в том году они его протравили, он вроде бы посох, все нормально, а вот весной опять отрос. Спецыялісты сцвярджаюць, што патрэбны 5-6 гадоў інтэнсіўнай працы, каб вызваліць плошчы, займаемыя баршчэўнікам. Это подтверждено еще и на практике, на примере Минской области, где работа эта такая плотная началась уже довольно давно, и все равно еще отмечается единичное произрастание этого вредоносного растения. Поэтому, если данная работа, как она проводится в 2019 году, будет продолжена и в последующем, мы через 3-4 года будем иметь право говорить о том, что данная территория полностью освобождена от данного растения. Пытанне барацьбы з распаўсюджаннем баршчэўніка разглядалася на пасяджэнні абласнога выканаўчага камітэта. Кіраўнік вобласці Мікалай Шарснёў раскрытыкаваў гэтую работу і адзначыў адсутнасць сістэмнай арганізацыі працы і належнага контролю. Где-то что-то сделано, но самое важное, чтобы вы понимали, нет системной контроля. Но если взяли сделать, так делаем. Вы же определите, где в первую очередь надо сделать эту работу. Там, где люди живут. Просто примеры из жизни. Детский сад, рядом куст борщевика. Школа, рядом куст. Магазин, рядом куст. Сельский совет, рядом 20 метров от сельского совета, 3 куста борщевика. Мнение складывается крайне негативное. У многіх раёнах вобласці запланаваныя работы па знішчэнні баршчэўніка не выкананы. Дапушчана цвіценне расліны, а ў выніку насенне зноў трапіць у глебу і на наступны год дасць чарговыя ўсходы. 42 землекарыстальнікі прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці за незалежную работу ў гэтым накірунку. Старшыня аблканкама даў месяц на выпраўленне сітуацыі. Пры неабходнасці будуць сфарміраваны зводныя брыгады па барацьбе з баршчэўнікам Сасноўскага з прыцягненнем тэхнікі і абсталявання, якія паўторна правядуць работы на плошчы больш за 1300 гектараў. На гэты раз на сайце тэлерадыёкампаніі Віцебск vtv.by мы задавалі пытання, як паступаць з баршчэўнікам Сасноўскага. Прамежкавыя вынікі галасавання зараз на вашых экранах. На сайце можна таксама знайсці тэмы наступных выпускаў нашай перадачы. А на электронны адрас мы чакаем вашых прапаноў па іх. Сюды ж дасылайце пытанні службовым асобам па той ці іншай праблематыцы. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя!